Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Сегодня в программе. Исполнилось 32 года со дня подписания итогового документа Московской встречи руководителей России, Грузии и Абхазии по прекращению огня и урегулированию грузино-абхазского конфликта. В Сухуми простились с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, ветераном труда Аллой Лакоба Ахуба. В школах Абхазии существуют подготовительные классы на бесплатной основе. Такие классы способствуют изучению родного языка. Брифинг министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба и секретаря Совета безопасности Рауля Лолуа прошел в инфоцентре президента. Основной темой брифинга стал документ, появившийся на днях в абхазском сегменте социальных сетей. Предположительно, протокол совещания заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака и президента Абхазии Аслана Бжаня. Касательно вопроса подлинности обсуждаемого документа, глава МИД отметил, что по официальным дипломатическим каналам республики документ не поступал. В то же время министр подчеркнул, что вопросы, указанные в тексте, ранее уже многократно обсуждались. Невыполнение обязательств, взятых на себя абхазской стороной при подписании договора о союзничестве и стратегическом партнерстве в 2014 году, может повлечь санкции, которые уже начали осуществляться, отметил Сергей Шамба. Сергей Шамба также рассказал непосредственно об обязательствах абхазской стороны в рамках подписанного в 2014 году соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве. Секретарь Совбеза Рауль Лолуа подчеркнул, что источники попавшего в социальные сети документа будут выясняться. Лолуа также прокомментировал вопрос возможных последствий санкций для сферы безопасности республики. Расширенный репортаж с брифинга Сергея Шамбы и Рауля Лолуа смотрите в рубрике «Амши-Кшара плюс» сразу после новостей. Несмотря на частичное приостановление российской финансовой помощи, абхазская сторона будет обеспечивать принятые бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам социальной сферы, в том числе путем сокращения других бюджетных расходов, так как социально ориентированные расходы для бюджетной системы являются защищенными. Об этом было сказано на совещании премьер-министра Александра Анкваб. До конца года сумма будет равна более 700 миллионам рублей. Исполнилось 32 года со дня подписания итогового документа Московской встречи руководителей России, Грузии и Абхазии по прекращению огня и урегулированию грузино-абхазского конфликта. 3 сентября 1992 года в Москве состоялась встреча Бориса Ельцина, Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Арзенба. Это были трудные переговоры, которые завершились подписанием итогового документа, предусматривающего прекращение огня, вывод грузинских войск, обмен военнопленными, обеспечение возвращения беженцев, которых к тому времени насчитывалось уже несколько десятков тысяч человек, возобновление деятельности органов власти Абхазии на всей территории республики. Но ни один пункт соглашения грузинской стороной выполнен не был. Военные действия на территории Абхазии продолжались. Московское соглашение вступило в силу 5 сентября в 12 часов, однако уже через 10 минут на Гагарском направлении начался обстрел позиций абхазских ополченцев войсками Госсовета Грузии с применением бронетехники. Крупное сражение развернулось и на Гумистинском фронте. Грузинская сторона применила тяжелую технику и авиацию, чтобы захватить город Гудаута и тем самым сломить сопротивление абхазских ополченцев. Однако совместные действия абхазской армии и добровольцев из Северного Кавказа остановили наступление грузинских войск. 3 сентября исполнилось 16 лет со дня признания Никарагуа независимости Абхазии. Республика Никарагуа – вторая страна после Российской Федерации, которая назвала Абхазию суверенным государством. 3 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил о том, что его страна официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Он объявил о своем решении перед военными на митинге в Манагуа, состоявшемся по случаю 29-й годовщины образования вооруженных сил страны. Спустя 2 дня, 5 сентября, Ортега закрепил свое решение декретами о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба направил поздравительную ноту главе МИД Никарагуа Денису Монкадо по случаю 16-й годовщины признания Республикой Никарагуа государственного суверенитета и независимости Республики Абхазия. Мы всегда с чувством глубокой благодарности будем помнить этот день и дружескую поддержку, оказанную руководством Никарагуа и героическим никарагуанским народом Республики Абхазия в столь ответственный период нашей истории, отмечается в ноте. Шамба с удовлетворением отметил, что Абхазия и Никарагуа активно развивают двустороннее сотрудничество, создавая прочную основу для дальнейшего углубления межгосударственного взаимодействия. Продолжаем выпуск. Министр туризма Абхазии Тимураз Хишба встретился с руководителем проекта «Вятский посад» Геннадием Цурковым. Стороны обсудили возможность предоставления мест для обучения абхазских детей в сельскохозяйственной гимназии имени Столыпина, сообщает пресс-служба Минтуризма. Гимназия имени Столыпина – первое в России учебное заведение подобного типа. Оно открылось в Орловской области и представляет собой комплекс из 6 учебных корпусов. В них могут обучаться 550 школьников. В будущем они смогут стать агрономами, ветеринарами, зоотехниками, микробиологами. В Сухуме простились с ветераном Отечественной войны народа Абхазии, ветераном труда Аллой Лакоба Ахуба, посвятившая всю свою жизнь служению медицине. Большой патриот Родины Алла Григорьевна после окончания Львовского медицинского института в 1970 году работала акушер-гинекологом, а затем главврачом в Новоафонской больнице. В первые дни Отечественной войны она организовала и возглавила при Афонской больнице военный госпиталь, который принимал раненых и убитых со всего фронта. За проявленные мужество и отвагу в сложнейшее для страны время Алла Григорьевна награждена медалью за отвагу. Лакоба Алла Григорьевна – это врач от Бога, можно сказать. В последнее время она работала при Афонской больнице. Когда война началась, никто же не ожидал, что война начнется. У нас все было неожиданно, и поэтому кто был при больнице в тот момент, все остались, так сказать, на своих рабочих местах. И она вот у нас возглавила. Тяжело раненых привозили, и привозили уже убитых. В общем, все это приходилось, конечно, ей вначале все организовывать. Она человек доброго сердца и души. Все, если что-то у нас у кого-то какие-то были осложнения, неприятности, у сотрудников она всегда первая стояла. Всегда помогала. Очень отзывчивый, доброжелательный, знающий свое дело был человек. Ну, семья у нее отличная, 2 сына. Все было хорошо в семейной жизни тоже. Достойную жизнь прожила. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты у жителя Гулрипского района. Далее оперативная съемка МВД. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты у жителя Гулрипского района. Джопу Алхастамазович, 1996 года рождения, житель села Бабышра, незаконно приобрел, хранил и носил при себе пистолет «Берета» без номерного обозначения калибра 9 на 19 мм с 7 патронами к нему до момента обнаружения и изъятия сотрудниками милиции. Последний был задержан в городе Сухум по улице Агумава сотрудниками УУР МВД. В отношении гражданина Джопа по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия, возбуждено уголовное дело. Расследование проводит отдел дознания УВД по городу Сухум. Ночной рейд по улицам города Сухум выявил 25 правонарушителей на дорогах столицы. Среди наиболее тяжких нарушений остается езда в нетрезвом состоянии. Репортаж пресс-службы МВД. Ночной рейд по улицам города Сухум выявил 25 правонарушителей на дорогах столицы. Ввиду частых обращений граждан и жалоб на агрессивную езду водителей в позднее время, а также в целях проведения профилактических мероприятий в ночь на вторник в Сухуме патрулирование осуществлялось под руководством министра внутренних дел Роберта Киут. Министр контролировал ход проведения данного мероприятия, находясь за рулем патрульной машины. В рейде приняли участие замминистра внутренних дел Беслан Чкаду, а руководство УГАИ МВД, личный состав спецроты, отдела госавтоинспекции УВД. В социальных сетях зачастую граждане пишут о частых нарушениях водителями правил дорожного движения в ночное время. Агрессивная езда, дрифт, громкая музыка мешают людям спать, создают неудобства, а порой и опасность для других участников дорожного движения. 2 сентября сотрудники госавтоинспекции в ходе патрулирования в столице выявили
выявили правонарушителя, отказавшегося выполнять законы и требования инспектора и остановиться для проверки документов. Гражданин Республики Абхазия попытался скрыться от правоохранителей, устроив настоящую погоню прямо в центре города. Своими безответственными действиями правонарушитель неоднократно подверг опасности жизни других водителей и пешеходов, несколько раз создал аварийную ситуацию, которая могла закончиться тяжелыми последствиями. Уходя от погони, правонарушитель бросил автомобиль во дворе одного из многоквартирных домов, после чего скрылся с места происшествия. Автомобиль марки Lexus был изъят. При помощи эвакуатора доставлен на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. Позже была установлена личность нарушителя. Им оказался гражданин Республики Абхазия Шамба Сандро Эдуардович, 1988 года рождения. В настоящее время ведутся поиски его местонахождения. Ночной дозор по улицам Сухума руководство МВД осуществляло до 2 часов. Основными правонарушениями остаются превышение скоростного режима, несоблюдение сигнала светофора, выезд на встречную полосу, запрещенное законом тонирование ветровых лобовых стекол. Министр Кьют и его зам Чкадуа лично останавливали машины, пренебрегшие правилами дорожного движения. Проводили с водителями разъяснительную беседу. 14 автомобилей были растонированы на месте. Среди наиболее тяжких нарушений остается езда в нетрезвом состоянии. Таковых 2 сентября было выявлено 5 случаев. Водители отстранены от управления транспортом, лишены права управления на 6 месяцев. Их машины отправлены на штрафстоянку сроком на месяц. Подобные рейды в ночное время станут системными, подчеркнул министр Роберт Кьют. Частые переключения с игры на учебу и наоборот. Необходимость сохранять концентрацию хотя бы 10 минут, но в игре они свои правила. Все это ждет ребенка в 1 классе. Адаптироваться к новому ритму бывает нелегко, поэтому в школах существуют подготовительные классы, чтобы помочь ребенку легче перейти из детсадовца в школьники. Следует отметить, что такие подготовительные классы способствуют изучению родного языка. В республике есть такие классы на бесплатной основе. Подготовительный класс – ступенька между детским садом и школой. Она плавно готовит ребенка к школьному этапу и новой жизни, в которой появятся уроки и дисциплина. На протяжении длительного времени в первой столичной школе функционирует подготовительный класс. Здесь с 9 утра до 12 часов ребята познают окружающий мир, готовятся к письму, развивают речь. И все это на абхазском языке. Таких классов в первой школе 2. В подготовительном классе Милена Гвинджия 16 детей. Основная цель подготовительных классов – подготовить детей к 1 классу, побольше, чтобы они разговаривали на своем родном языке. Мы стараемся вообще на русском не разговаривать во время уроков. Некоторые разговаривают на абхазском, кто-то понимает, есть дети, которые даже не понимают абхазский, даже родители, с которыми приходится разговаривать на русском. У нас проходят уроки лексики, уроки рисования, труда, физкультуры, а также математики. В дошкольном возрасте ребенок не может долгое время удерживать внимание. Любое монотонное занятие ему быстро надоедает. Это не случайно. Ведущая деятельности этого возраста – игра. Именно поэтому в подготовительном классе уроки построены так, чтобы чередовать виды деятельности каждые 5-7 минут. В подготовительном классе дети в небольших группах осваивают роль ученика, начинают управлять эмоциями и поведением. Через игру формируется позитивное отношение к школе, интерес к учебному процессу. Заместитель министра просвещения Ада Кварчиля подчеркнула, что подготовительные классы – это требование времени. Насколько ребенок успешно развивается в дошкольном образовании, настолько он успешен в учебе. Поэтому очень важно подготовить ребенка к школе. Ситуация еще так складывалась, что у кого-то есть возможности подготовить своего ребенка, а это в основном частные были такие, знаете, это или если государственные какие-то там подготовительные классы, они в основном были, знаете, тоже все
все равно они были платные. Может, там чисто символическая где-то была сумма, где-то побольше. Опять-таки, вот здесь, знаете, каждый делал то, что он хотел. Поэтому мы систематизировали это, мы дали такую правовую основу всему этому. И поэтому дали и родителям, и детям прежде всего возможности, доступ к качественному обучению. Не подготовив учебно-методическую литературу, официально заявлять об открытии таких классов было нецелесообразно. Поэтому был разработан учебный набор для дошколят Ахупча. Складывалась и другая ситуация. В первый класс стали приходить подготовленные и неподготовленные ребята. А Дакварчели отметила, что для Минпросвещения важно, чтобы количество детей в подготовительных классах не превышало 12 человек. Здесь главное – качество обучения. Представляете ситуацию, когда один такой успешный, яркий, а другой как-то в тени, он не может понять, что случилось. Они же не всегда свои чувства и эмоции могут озвучивать. Это тоже проблема. И он это всегда проносит. Он всегда всю свою сознательную жизнь, всегда вот этот комплекс может остаться. Да, кто-то посильнее, кто-то, дети тоже разные. Но есть очень многие такие ранимые. Поэтому здесь, конечно, нужно создавать одинаковые условия для детей. Они все должны приходить с одним уровнем знаний. А там уже, конечно, учитель должен работать. Подготовительные классы пользуются огромным спросом среди родителей. В соцсетях часто всплывают объявления об открытии таких классов, учебных центров на коммерческой основе. Однако возникает вопрос об уровне образования. Большой спрос, поэтому как грибы после дождя растут вот эти все подготовительные классы, центры. Кто ими занимается? Они прошли ли какие-то тренинги, семинары? Кто их проверял? Ведь это, знаете, ребенок очень хрупкий. Если на первых шагах неправильно с ним поработать, это обязательно отразится. Это не каждый родитель тоже может проследить за этим. Посещая подготовительный класс, ребенок адаптируется к школьной среде и, значит, сможет чувствовать себя уверенно и спокойно. Если ребенок счастлив и хочет идти в школу, то и родитель спокоен. Там заложена новая система самооценивания, то есть оценивания. То есть ребенок, очень важно, что на раннем этапе он сам себя оценивает. То есть он за свою работу, у нас там есть наклеечки, звездочки. То есть за выполненную работу вначале сам себя оценивает. И ставит себе эту, допустим, даже ту же звездочку. При поддержке, конечно, учителя. Официально по всей республике в подготовительных классах учатся 800 детишек. Однако не во всех школах есть такие классы в силу ряда причин. Отсутствие подготовленного учителя, отдельной комнаты, игровой зоны. Воспитанники детских садов зачастую выпускаются в возрасте 6 лет. После чего встает вопрос, куда отправить ребенка. Некоторые родители приводят детей в школу, другие – в подготовительный класс. Чтобы избежать этого пробела и плавно адаптируясь из одного уровня образования перейти на другой, такие подготовительные классы в школах играют ключевую роль. Наши дети, многие переходят в неабхазские школы из-за того, что не владеют абхазским языком, либо, если владеют, они боятся эти программы, которые, к сожалению, сегодня не соответствуют уровню ребенка, то есть языковому уровню ребенка. И появилось поколение родителей, которые не владеют языком. Знаете, легче всего упрекать и говорить, что вот вы не знаете и так далее. Но это не решение проблемы. Нужно помочь этим людям, нужно изменить ситуацию в лучшую сторону. И поэтому мы хотим, конечно, сейчас пустить в абхазские школы с целью поддержки этой абхазской школы. Мы очень думали много над дизайном нашего учебно-методического комплекса на Ахупча, потому что оно должно быть привлекательным, оно должно соответствовать ребенку, внутреннему его миру. И, знаете, это тоже играет немалую роль. Чем меньше детей в подготовительном классе, тем больше у педагога возможности найти к каждому ученику индивидуальный подход. А такие подготовительные классы помогут детям подготовиться и усвоить необходимые навыки для успешного школьного обучения на абхазском языке. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
С 4 по 6 сентября в Абхазии впервые пройдет республиканский международный турнир по абхазской национальной игре «Аймца Кячера». В турнире примут участие команды со всех районов нашей страны, а также абхазская команда из Турецкой Республики. Начало 4 сентября в 12 часов на стадионе «Динамо». Финал состоится 6 сентября. Вход свободный. И в завершении выпуска о погоде. В среду, 4 сентября, ожидается переменная облачность. Со второй половины дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.